Эта улица действительно нереально красивая. От начала до конца. С шикарными зданиями. И вот мы идем только вперед. Только прямо. А теперь представьте, что вы живете в Мадриде, да? И вам приходится каждый день вот смотреть на такие шикарные здания. Это прям пытка какая-то, да? Короче, не знаю, как я попала вчера в другой Primark, но здесь вот такой вот Primark. Давайте зайдем. Тот ли это Primark? Короче, да, это тот же Primark, просто я зашла совсем с другой стороны. И теперь я сегодня буду всерьез что-то искать себе купить. Вчера я просто вот так быстро-быстро прошлась, потому что у меня был очень такой тяжелый багаж. А сейчас действительно я зашоплюсь. Тут вот начался мерч Wednesday. Тут ее костюмчики. Тут вот ее пальто. Футболочки. Компания Primark обожает такие компании. Но чисто для меня это уже не по возрасту, да? Хотя идея очень даже ништяковая. Я тут, короче, окончательно уже заблудилась. То, что я видела вчера, я уже сегодня найти не могу. Или я туплю по черному, или мне нужно прям на нулевой этаж. Это этаж, оказывается, наполовину мужской отдел, наполовину все для дома. Так вот. И именно это я искала здесь. Короче, как говорится, если даже огромный выбор есть в магазине, то это даже хуже, чем когда вот limited edition есть. Потому что страшно начинаешь тупить, думаешь, вот лучше я это возьму, то возьму, сравниваешь, слишком много думаешь, сомневаешься, потом думаешь, ай, да ладно, лучше завтра приду, послезавтра приду. Так что, когда много, это не совсем тоже хорошо. С другой стороны, я редко делаю шопинг без моей мамы.
И последний раз ее совет был, если не знаешь, что взять, бери что-то неоновое, чтобы прямо в глаза бросалось, да? Я с этим полностью согласна, потому что у меня такая внешность интересная, да? Я хочу, чтобы прям люди издалека замечали меня. Поэтому весь такой скандинавский стиль, вот эта приглушенность, как бы, я бы сказала, скучные цвета, это не совсем мое. Вау, посмотрите на это платье, да? Дороговато, правда? Короче, я не знаю, что купить. Выбора, конечно, много, но я не совсем уверена, что качество соответствует ценам запрашиваемым. Прикольно, да, конечно, прикольно. Но стоит ли оно того? Такое ощущение, как будто бы действительно это было ориентировано на именно такой контингент. Я не могу представить, что я могу носить такое на работу, не знаю, или на свидание. Сложно, конечно. Короче, завершила я свой шопинг. Теперь давайте выйдем из этого здания. А то у меня какой-то стокгольмский синдром уже начинается. Если что, если я забыла сказать, мы уже вышли с примарка. И план теперь снова посмотреть Humana Stores. Потому что мы таки не посмотрели ее. Была закрыта и все такое. Сувенирный. Тоже must have. Давайте зайдем. Я бы назвала бы этот магазин сувенирным не для бедных. Прикольно. Так, это мадридский Диа. Тут выпечка. ¿Con qué salsa lo quieres, amor? ¿Con qué salsa lo quieres? ¿Sí? Las 24 horas te llevas hasta 80 euros para comprar en día. Además, tienes un cupón mensual de fidelidad de hasta 4 euros por ser Cendesa y del Club Día. Pide información en esa tienda. Тут кофе. Такая вот вещь.
сухомятки всякие. Думала, что я правильно иду, но я полностью затерялась на другой улице, на другом уголке. Наконец-то у меня заработал снова Google Maps, и Humana открыто. Давайте посмотрим, что там есть. Та-дам! Зелененькая. Зелененькая. И рядом, конечно же, аллеоп. Тут, короче, тема дизайнерские вещи. Но они как бы поношенные, да? Ты их покупаешь и даешь второе вдохновение, вторую жизнь, да? Но некоторые вещи действительно не стоят того, чтобы их покупать за такие цены. Тем более, учитывая то, что они поношенные, да, ранее. Поэтому нужно быть осторожней. Такое вот. Тут еще есть. La mochilita es tuya, ¿verdad? Короче, я разочаровалась. Тут вообще не такой выбор, как в Германии. Во-первых, размеры очень маленькие. Они мне не подходят. А те, которые подходят, это какие-то, не знаю, бабские платья и кофточки. Поэтому я ушла оттуда. Еще цены действительно очень даже кусачущиеся. Я лучше за такую цену пойду там в Зару или в Бершку, там что-нибудь куплю. Возможно, и базовое, но зато не ношеное. Короче, время сейчас 2 часа. Возвращаться в хостел я не хочу. Не вижу смысла. Поэтому давайте мы сходим в торговый центр, который находится очень-очень-очень далеко. Да. Отработаем то, что мы съели, и то, что мы выпили, да? Мы типа возвращаемся обратно, где были там Зара, Бершка, Примарк, на ту дорогу, но мы не совсем увидим эти маркеты. Но это та же дорога, имеется в виду. Ноги у меня уже гудят, если честно. Ну что поделаешь.